Здравствуйте! Это информационный выпуск сегодня. В студии Олег Плиев. Смотрите в выпуске. В микрорайоне Царск к концу подходит строительство детского сада. Производится благоустройство территорий и фасадные работы. Объект обещают ввести в эксплуатацию к концу года. Развитие партнерства и поиск совместных путей совершенствования внешнего государственного финансового аудита. Сотрудники Юго-Остинской контрольно-счетной палаты приняли участие в международном семинаре. Масса положительных эмоций и новые знания. В 12-й школе Цхинвала прошли научно-практические эксперименты по физике. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев и вице-премьер России Александр Новак на рабочей встрече обсудили условия поставок электроэнергии и нефтепродуктов из Российской Федерации в Республику Южная Осетия, сообщается на сайте российского правительства. В Кабмине добавили, что на встрече стороны также обсудили ход выполнения государственной программы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы. В столице Южной Осетии к финалу подходит строительство нового детского сада. На данный момент закуплено все необходимое оборудование, мебель и инвентарь, чтобы дети ни в чем не нуждались. Дошкольное образовательное учреждение должно начать свою работу уже к концу текущего года. Подробности далее. Строительство детского сада в микрорайоне Царск выходит на финишную прямую. Сейчас идут фасадные работы и благоустройство территории вокруг здания. Здесь будет установлено 5 детских площадок, современное уличное освещение, обустроены зеленые зоны, планируется высадка саженцев деревьев лиственных пород и кустарников. На территории учреждения помимо детских игровых зон будет обустроена спортивная площадка. Объект планируют ввести в эксплуатацию к концу текущего года. Освещение есть работано сохтам уже, на самом тогочистам подключаться канчества, бидагайна костафаут кананч, бидаджанал базады кофел тафафа, култа уже орха, это канам охурамца. Подключение котельной, аудоттамана махалмакаса, пробный запуск котельной, в принципе все. Сейчас детская площадка, юфасты, аджис фунж детская площадка, но джибесет катрима площадка, там нам давно джидуа детская площадка у Дженис. Единственное, на колом пекане благоустройство балансасажем, на и бонагадат хай, возалт хай, сошел знал сажамаса, возжен сочетал. Детский сад рассчитан на 160 мест. Помимо комфортных групповых комнат с санузлами, в здании обустроят буфет, спортзал, музыкальный зал. Там же будет предусмотрена шумоизоляционная система. Также в новом детском саду будет функционировать лифт. Рабочие бригады продолжают внутренние работы, устанавливают кафель, далее на очереди укладка ламината. Даже не шел, я просто на култа шукату кафаду, ламинат тарна горит шавджени, мы родят там варен сразу. Ниша мы шухнись там, материал на мил, шдар на мис, шам нормально по графику. Детский сад будет оснащен всем необходимым инвентарем, мебелью и оборудованием. Все закуплено, ожидается их доставка в республику. Оборудование всем обожествлено, сочило сойдуматься сварщица. Столовый андар, котел, сал, шударал, шай, юнгдар, посуда, юнгджел, шаркомава. Гцел там она милыш сахавов, там внешний видан гцел и все. Она умовстанет, там территория забор, в течение месяца забор до сварщица. В проект входит обустройство здания пандусами, чтобы самых маленьких родители могли приводить в садик на прогулочных колясках. Во дворе будет установлена модульная котельная. Также предусмотрен дизель-генератор. Это позволит ДОУ не прерывать работу в случае отключения электроэнергии. Агунда Губозова, Регина Черткоева, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня. В Цхинвале состоялась конференция ко дню рождения писателя Мелитона Казиева. В здании научно-исследовательского института обсудили работы Казиева, посвященные Костахе Тагурову. Комментарий о великом поэте добавил и сам именинник. Директор института Роберт Гаглой передал Мелитону Казиеву благодарственное письмо от Юго-Остинского отделения Ирес Тернахас. В научно-исследовательском институте прошел круглый стол на тему «Образ Костахи Тагурова в творчестве Мелитона Казиева». Дискуссию приурочили ко дню рождения остинского писателя Мелитона Казиева. Перу Мелитона Казиева принадлежат десятки монографий, статей, стихотворений, посвященных великому поэту. Мелитон фастаник фалалди Костая, юбилею наставидесте ави я арвел, озун мозалтавидесте каттарик камфандедар, норай ройдойга, лобе ройдойга, заваджапау
pat ogdat khusori ristun tsunor gorat ama pat kostoi mas daritar bost modaltar disum melitonan nafazenga naudis anna yapodezaka ama meliton wadai obuma propaganda agitacji ideologum kostkan samai kosto olkase irun kastare uden khizakut mana irun modalun evzoje bendure varakut irun adame forn khassak khista ofta Orchoyel enteskadaren kane nujdaran bira bontesat meliton kostals fafedabun kutta kostoy num barzun fachosto kostos modalun zoganar varto bendur ul nuje meliton turta vare ul nuje meliton ftov sfaldstadun khaznota ama ya feda battay литературун сфалдестады тархаджита тосенс. Сам Мелитон Казиев говорит, сколько бы творчество Коста ни изучалось, всеобъемлющий талант астинского гения еще никто полностью не исследовал. Коста уникальный человек с гениальными способностями, который был не только одаренным поэтом, но и талантливым художником, публицистом, драматургом, общественным деятелем, подчеркнул Мелитон Казиев. Aftanam kase alçı der farkaytsıma Kostay rarbun kuttam Kostay ayesi yayvadı susak zinettensıma bazıttam Ben tun der niz bazıttam Kostame uy bertsi der haberteyim edzelmest Ermesti yu kudiyatıl kokudi kanay Ve der цедер ногой севзер одейоме Долгие годы литературного труда сделали Мелитона Казиева живым классиком национальной литературной школы. Он является автором 80 книг поэзии, прозы, драматургии, научной литературы. Участники круглого стола подчеркнули, что Мелитон Казиев – феномен современной осетинской литературы, а его творчество – неоценимый вклад в осетинскую литературу. Udon deste díszsage eszter akharod, ne? Biazar Alexander Ekroidajem, szóval kezdertejder közelhónet, Stima menet zerdóter der kutkustója udott feste der zagztefele, abun machen, ne ham ne himene zunodon is tasan institute, ermester ez mehibakul kenen qozitemeleton. İstime muham probleme kuvveye vzoc txeder literatüre txederne ama uy ötegen bentun kursottabne ama ermester qozit milletun kayf bakun kanun mahi qaw akhirta ما خفت فزورم قوانه قصای خزن قوانه واسوی خزن قوانه نافی خزن ما استا ابوزغن افته قوانه میلتون خزن Мелитон Казиев не только творческий человек. Активное участие он принимал в общественной и политической жизни республики. Занимал должностные места, был депутатом парламента. Общественный деятель и депутат парламента нескольких созывов Тарзан Кокоев дал высокую оценку личностным качествам Мелитона Казиева. Ennek hazır tövmegeske Melitonen yalen khosler yalen fezenderter yalen kaxefter das te fazminot shavitoinak weder ma vzong der wdi zong der nefel vzong wdi falawetter wdi wazdan erdawjen farjen adema khasta kamriya fa bada sover riyafa hawdige quma khasai znajen khama ممليتون هم در يخيرو دستا نرتون ومم يادمي يوسف در يكوخي كده ما برتاحام دي سما. Слова искреннего уважения и восхищения в адрес писателя прозвучали от научных работников. Директор научно-исследовательского института Роберт Гаглойте передал писателю благодарственное письмо от Югостинского отделения международного общественного движения Ирас Тарнахас. Melitonu mana is moronot nofi, ne? Nofi kuzağım bozdağım, vada izunam kavzurami. Kostay koy kanım bozdağım, kostay hita kotu. Mayre man bunu. Koskoy kanım bozdağım Meliton. Koy kanım imendan Meliton. Yodi mogan, vios min yujita koy mana Melitonun kudyofta. Vad çeger der, sterdom gatay fest kabarsho.
В завершении вечера писатель поблагодарил всех присутствующих за теплые слова и пожелал всем мира и процветания. Buzdek wilpatander ve zınarх restekkeini oxtot abun ordem keyrebotsuztut ve mentekhey keyfetzirtat oxam qarmni xeste خودساون سامون زغت موزر دت خورزت در ایتر کتایی و دورون سخستوی ولی خسود ومای استر در بلیت منای سمای نادم کرازی باورزم میرستون بایی و اما یاس کنالفنون ترس و خورزت سفیرت نیوسام دود. Даже возраст не помеха устремленности и творческим исканиям Мелитона Казиева. Писатель по-прежнему активен в общественной и научной жизни республики, является сопредседателем Союза писателей Осетии, преподает в ЮОГУ и вдохновляется новыми творческими идеями. Стелла Бязарова, Заур Устаев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. В международном семинаре, организованном Счетной палатой Российской Федерации, приняли участие сотрудники Юго-Осетинской контрольно-счетной палаты. Семинар проходил в формате онлайн-конференции в целях развития взаимодействия соответствующих структур России, Южной Осетии и Абхазии. Участники мероприятия обменялись опытом, что в свою очередь повлияло на развитие квалификации. Сотрудники контрольно-счетной палаты приняли участие в международном семинаре по обмену опытом, организованном Счетной палатой Российской Федерации. Мероприятие прошло в формате видеоконференции при участии представителей контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и Республики Абхазия. Подобный формат направлен на развитие партнерства, поиск совместных путей совершенствования внешнего государственного финансового аудита. У всех и у абхазцев, у наших там своя специфика. У нас инвестиционная программа, у нас строительство вот этих предприятий, у нас просто строительство, у нас бюджетные какие-то вопросы. Плюс, в отличие от их ведомств, наше ведомство, оно является еще и правоохранительным органом. Оно выполняет в какой-то мере, ну скажем так, примерно вопросы функций Росфинмониторинга. Где-то в какой-то мере вопросы финансовой разведки тоже. Мы руководствуемся в своей деятельности и оперативно-розыскными вопросами какими-то. Вот. И вот эти моменты и для них были интересны, и мы подчеркнули очень много. Участники семинара обозначили ключевые моменты обмена опытом в сфере совершенствования методологии внешнего и внутреннего государственного контроля, а также повышения квалификации сотрудников. Там рассказывали об инновациях, о новых подходах к введению государственного контроля над расходованием и пополнением бюджетных средств, а также пополнением бюджета. Значит, были новые направления, новые моменты, которые надо тоже контролировать, потому что жизнь она вносит какие-то новые моменты, и за этими надо поспевать. Значит, там были вопросы туризма, вопросы цифровизации, вопросы там очень много, в общем, целый спектр вопросов, который был перечислен. В своем докладе главный специалист контрольно-счетной палаты Дина Джуева рассказала о взаимодействии с органами внутренних дел, сотрудничество с которыми осуществляется в форме обмена информацией, выделение специалистов для участия в контрольных мероприятиях взаимодействующих сторон. Кроме того, речь шла о результатах работы в семинаре. В частности, стороны отметили внедрение положительных методов работы. Стелла Бязарова, Яна Плеева, Азамат Кодзеев. Информационный выпуск сегодня. Центр открытого образования из поселка Ленингор продолжает серию образовательных мероприятий. В этот раз в научно-практических экспериментах по физике участвовали ученики 8 и 9 классов 12 школы. Образовательные мероприятия, вызвавшие большой интерес учащихся, провели при поддержке Русского дома в Схинвале. Учащиеся средних классов Схинвальской среднеобразовательной школы номер 12 поучаствовали в научно-практических экспериментах по предмету физики. Провели занятия для обучающихся 8 и 9 классов школы педагоги Центра открытого образования поселка Ленингор. Организатором мероприятия выступило руководство образовательного центра при поддержке представительства Россотрудничества. Мероприятие проводится в рамках государственного гранта на Центр открытого образования. Его проводит Армейский
государственного педагогического университета. Наша программа «Сила ума. Формируем компетенции будущего» направлена на формирование экспериментальных навыков у детей, также направлена на развитие таких умений, как формулирование гипотезы, решение проблемы задач в команде, нахождение путей для решения этих проблем и рефлексия, то есть оценивание результатов своего эксперимента. Практические занятия и эксперименты вызвали большой интерес у учащихся. Мне очень нравится физика. Сегодня они приехали в первый раз, и мне было очень интересно. Я впервые принимала участие в таких занятиях. Мне они очень понравились. Было интересно в них поучаствовать. Мероприятие является продолжением образовательной программы, которая проводилась Центром в Схинвале в конце сентября. На своем мероприятии мы стараемся, ориентируемся на формирование у детей навыков учебного исследования и проектной деятельности для выполнения проектных работ, а также для применения этих навыков на практике. Федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения как раз подчеркивает именно важность практических навыков, практических применений. И, на мой взгляд, одно из самых главных, что мы также хотим показать и привить детям, это научить их действовать. Действовать в реальных ситуациях. Для этого им необходимо применять знания законов физики. Аналогичные занятия будут проведены завтра в 6-й Схинвальской средней школе. Центром планируется провести занятия и по другим предметам при запросе от школ республики. В этом году, в этом полугодии, это уже заключительное наше мероприятие, которое мы проводим. Но в следующем году мы проведем опрос, проконсультируемся с управлением образования, со школами, чтобы они нам дали ответ, какое подобное мероприятие нам провести и каких преподавателей для повышения квалификации нам привести. То есть я не исключаю, что это, если будет заказ, то мы привезем и преподавателей естественно-научных дисциплин, и гуманитарных, языковых. Педагоги Центра открытого образования в течение 1,5 лет проводили различные просветительские мероприятия совместно с Россотрудничеством, посольством Российской Федерации в Республике Южная Осетия и Юго-Остинским госуниверситетом, в том числе лекции, практические занятия и интерактивные игры, направленные на развитие языковых навыков и расширение кругозора. Эльвира Тибилова, Айда Кочева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. В Ереване проходит медиафорум для российских соотечественников, в котором приняли участие 14 стран, в том числе и Южная Осетия. На площадке медиафорума специалисты могут обменяться опытом и выстроить новые связи. Форум организован правительством Москвы и включает в себя мастер-классы, лекции и дискуссии. Подробности у Стеллы Бязровой. Представители Южной Осетии принимают участие в медиафоруме российских соотечественников в столице Армении Ереване. Это уже 5-й медиафорум, который проводит правительство Москвы в разных странах. Южную Осетию на форуме представляют зампредседателя Комитета информации и печати, директор информационного агентства РЭС Майя Халебова и заместитель главного редактора газеты «Южная Осетия» Алена Джиуте. Много новых участников. Обычно новички составляют 1/3, где-то даже 1/4, а сейчас 2/3 это как раз новый участник. На мероприятии собралось более 40 представителей русскоязычных СМИ и организаций соотечественников из 14 стран ближнего зарубежья, Европы, домов Москвы за рубежом, российские эксперты. В программу вошли дискуссии, лекции, мастер-классы. В ходе мероприятия обсуждались такие темы, как искусственный интеллект в журналистике, работа службы информации, социальная ответственность СМИ. Профессиональный ведущий, редактор приходит с одной радиостанции на другую, его все равно нужно рисковать под себя. Ты не можешь оттуда прыгнуть сюда и, как ни в чем не бывало, продолжить. В создании такой информационной площадки, как медиафорум, очень важное и современное решение. Он необходим для обсуждения актуальных профессиональных проблем и задач, обмена опытом и мнениями соотечественников друг с другом. Форум помогает выстроить горизонтальные связи, а также становится драйвером новых идей, подчеркнули участники и спикеры медиафорума. Стелла Бязарова, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Далее прогноз погоды на завтра. В республике завтра переменная облачность. В Знаурском районе днем плюс 12, ночью плюс 3. В Дзауском районе небольшой дождь. Днем плюс 10, ночью плюс 1. В городе Квайса небольшой дождь со снегом. Днем плюс 7, ночью плюс 1. В Лениногорском районе днем плюс 13, ночью плюс 2. В Схинвале днем плюс 13, ночью плюс 2. У меня на этом все. Всего доброго. До свидания.